В эфире информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе продолжилось формирование Кабинета министров Абхазии. 18 мая указом президента Аслана Бжания заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия назначен Роберт Киут. Другим указом главы государства Роберт Киут назначен временно исполняющим обязанности председателя СГБ Абхазии. В тот же день Аслан Бжания представил Роберта Киут личному составу Службы госбезопасности. Заместителем председателя СГБ Абхазии, начальником пограничного отряда Службы госбезопасности назначен Рустам Латипов. Соответствующий указ был подписан Асланом Бжания в четверг, 21 мая. 20 мая президент Республики Абхазия Аслан Бжания назначил руководителей 3 государственных комитетов, сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии с указами президента Кама Гогия назначена председателем Госкомитета Республики Абхазия по статистике, Савелий Читанава председателем Госкомитета Абхазии по экологии, Беслан Халваш председателем Госкомитета Республики по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. 21 мая президент Абхазии Аслан Бжания назначил председателем Государственного комитета по репатриации Вадима Харазия и председателем Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джамала Губаз. Распоряжением президента Аслана Бжания начальником управления по связям со средствами массовой информации администрации президента назначен Алхаз Чолокуа. 22 мая президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром внутренних дел Дмитрием Дбар. Руководитель ведомства доложил главе государства о мерах, предпринимаемых по борьбе с преступностью. Президент поставил перед министром ряд конкретных задач. Необходимо подготовить следующий список с 2015 года по 2020 год, кто был поощрен наградным оружием Министерством внутренних дел. Тщательно изучите список. Если в списке окажутся лица с криминальным прошлым или с криминальным настоящим, оружие изъять в пользу государства. Следующее. Подготовите список. Первое. По убийствам с 2015 года по 2020 год. Какое количество убийств совершено, сколько преступлений по убийствам раскрыто, кто расследовал эти дела. В настоящее время, где находятся осужденные. Далее. По похищениям людей с 2015 года по 2020 год. Какое количество похищенных, кто расследовал дела, кто понес за это наказание. Разбои с 2015 года по настоящее время. Список подготовить, кто расследовал дела, какое количество людей осуждено по разбоям. Это очень важно. Граждане ждут обеспечения правопорядка, и эта задача должна быть выполнена. В тот же день Аслан Бжания встретился с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия. Были обсуждены меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии. Глава государства поблагодарил медицинский персонал за их самоотверженный труд. Хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к труду, к своей профессиональной деятельности. Передайте слова благодарности медицинскому персоналу, который занимается на протяжении нескольких месяцев проблемам противодействия коронавируса. Я слышал о том, что более 100 человек вами были премированы. Это правильный шаг. Мы и в дальнейшем, исходя из наших возможностей, будем оказывать помощь врачам, которые не жалеют себя, медицинскому персоналу в целом, люди, которые сегодня находятся на острие борьбы с этой большой бедой. Передайте им благодарность. Депутаты Сухумского городского собрания утвердили кандидатуру Беслана Эшба на должность главы администрации Сухума в пятницу 22 мая. Согласно закону, кандидатуру на должность главы администрации столицы, рекомендованную президентом Абхазии, должно утвердить городское собрание в течение 30 дней со дня его представления. Сразу после утверждения кандидатуры Беслана Эшба городским собранием с главой администрации города Сухум встретился президент. Аслан Бжания обсудил с Бесланом Эшба вопросы развития и благоустройства столицы. 18 мая исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района назначен Баграт Боджгуа. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания 18 мая. 19 мая президент представил активу Гудаутского района нового исполняющего обязанности главы района.
Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников администрации за проделанную работу. Он призвал нового руководителя при подборе кадров руководствоваться исключительно профессиональными и моральными качествами будущих сотрудников. У нас было много проблем, к ним добавилась еще одна, охватившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции. Основной удар принял ваш район, здесь лечат заразившихся коронавирусом, за что выражаю огромную благодарность, сказал президент. При этом глава государства сообщил, что на территории Гудаутской ЦРБ строится специальное помещение для размещения аппарата компьютерной томографии. В течение месяца аппарат будет запущен, добавил Аслан Бжания. Хайдгыланы, патуэкцаны, аус сахур, ава ирта хуйзбшу, атагла зааши бзех, ами хакуитха. Тауп харас харстахуб, ара ус зваз, района напхкара астоз, хушук саранюц, швейдгыланы, швейвагыланы, аус швайт, хаккугвайт, азакван хакнукот, а проблема куратсопаха, проблема куйхамареха хамчпа, яха хароб. Уже хасто амта шпот и бзена, яхама за проблема куа итикча проблема гицуртит, убрик хайр сазихан халшо ашачакварата царахачу, и хаха зарабха жвецей наркна араялаги ахтуртача аргылара компьютерный томограф уиза макяна хамадзам. Музыкальниц алая агана брейдер гулот уехапе проблема азбарамасара азаханакум хапха аги сгуба апсу уборти рухот. Как известно, среди заболевших коронавирусной инфекцией есть жители столицы, которые контактировали с медперсоналом некоторых медучреждений до постановки диагноза. Сейчас все медики, осматривавшие больных коронавирусом, отправлены на карантин. 19 мая исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание с главврачами столичных медучреждений. Они рассказали о работе в условиях режима карантина и о трудностях, с которыми сталкиваются. Руководитель Горздрава Ирма Воба порекомендовала медицинскому персоналу при осмотре граждан соблюдать все предписанные меры штабом по борьбе с COVID-19. Больницы снабжены всеми защитными средствами. В сложном положении оказалась инфекционная больница. В самоизоляцию был отправлен медперсонал, принимавший пациентов, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус. Всего в больнице 4 доктора. В пятницу в Сухуме состоялась пресс-конференция движения абхазских предпринимателей «Мы вместе», где рассказали о проделанной работе по защите населения от коронавирусной инфекции. Движение «Мы вместе» было создано 26 марта после обращения руководства страны к предпринимателям с призывом оказать помощь в борьбе с COVID-19. В движение вошли представители мелкого, среднего и крупного бизнеса Абхазии. В сжатые сроки им удалось организовать сбор средств. На сегодняшний день собрано 56 миллионов 668 тысяч рублей, на которые были куплены аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты, расходные материалы, тест-системы и многое другое. Гуманитарный груз в медучреждения страны распределяло Министерство здравоохранения республики. Серьезную помощь в доставке груза в Абхазию оказала московская абхазская диаспора. 28 марта с председателем МАД Бесланом Родионовичем Агрбом обсудили механизмы взаимодействия и приняли очень важное решение объединить усилия в вопросах, связанных с организацией этого процесса закупки и доставки на территорию Абхазии всех товаров. И хочу сказать, что это сотрудничество было правильным, нужным и эффективным. Вице-премьер-министр экономики Кристина Азган с рабочим визитом посетила Гагру на этой неделе, где проинспектировала объекты, на которых ведутся работы в рамках инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Объектом инспекции в том числе стала Гагарская колоннада. В проект реконструкции колоннады входит ремонт площади близ объекта, фонтана, проведение к нему водопровода, а также капитальный ремонт самой колоннады и проведение освещения. В настоящее время большая часть работ здесь завершена. Возникли вопросы по поводу графика выполнения работ. Кристина Азган дала поручение определить сроки их окончания. Она также порекомендовала привлечь к работе местных специалистов, чтобы ускорить процесс работы. Она подчеркнула, что будут пересмотрены сроки и в случае необходимости ужесточены требования к подрядчикам. В
ходе инспекции ремонтных работ в Приморском парке Гагры выяснилось, что вопросы коммуникации водоема в парке еще не урегулированы. В данный момент дали поручение УКСу и администрации района для того, чтобы подняли все материалы, связанные с техническим заданием, что было включено в перечень работ по восстановлению данного парка с целью устранения тех недостатков, которые на данный момент выявлены. Конечно, пока о критичности ситуации говорить не приходится, мы пока изучаем ситуацию, и в ближайшее время, в течение, наверное, недели, мы разберемся с данным вопросом и определимся с администрацией района о том, как будем действовать дальше. Парк очень известный объект. Население не только Гагрского района, но и всей республики пристально следит за этим объектом. И нам хочется, чтобы он соответствовал тем надеждам, которые люди испытывали, когда этот объект начали реконструировать. Во время инспекции в первой Гагрской средней школе, где строительство почти завершено, возникли вопросы к подрядчику по техническим решениям и обустройству учебного заведения. Кристина Азган дала поручение дирекции школы сделать ревизию и определить, насколько проведенные работы соответствуют требованиям школы. 19 мая вице-премьер-министр экономики также проинспектировала дорогу, ведущую в село Каманы Сухумского района. Восстановление улицы Гумская было спроектировано в рамках российской инвестиционной программы. Ремонтные работы здесь были заморожены и не продолжались в последние годы. После осмотра дороги выяснилось, что такая ситуация сложилась из-за того, что у субподрядчика не было возможности продолжать работы. Министр экономики поручила руководству Абхазавтодора сменить субподрядчика и возобновить работы на объекте в ближайшее время. В тот же день министр провела совещание о реконструкции водоснабжения в Гудаутском районе, которое охватывает 4 села – Куланархва, Дурипш, Гудзырхва и Абгархук. В настоящее время выполнено порядка 55% от запланированного объема работ. Как выяснилось в ходе совещания, реконструкция водоснабжения в Гудаутском районе все еще не завершена из-за финансовых вопросов. Вице-премьер, министр экономики Кристина Азган дала поручение соответствующим службам провести все необходимые мероприятия для завершения работ по реконструкции водопровода в ускоренном режиме. 21 мая вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Азган проинспектировала ход строительных работ в центральной районной больнице города Тхуарчал. На сегодняшний день строительство объекта приостановлено. По словам генподрядчика, выяснилось, что необходимо провести дополнительные работы, которые не указаны в проектно-сметной документации. Генеральным подрядчиком строительства Тхуарчалской ЦРБ является государственная компания «Абхазстрой». Часть работ выполняется предприятием «Тхуарчалстрой». Подводя итоги инспекции ЦРБ, министр экономики отметила, что в течение короткого времени будут сверены все документы по строительству и определены состояние финансовых взаиморасчетов со строительными организациями. Что касается объекта, то его необходимо завершить в ближайшее время, отметила министр. Много вопросов к подрядчику, и здесь нужно предметно нам разобраться с теми работами, которые были сделаны на тот объем финансирования, который поступил в адрес подрядчика. Значит, по словам подрядчика, есть контракт уже на покупку оборудования, часть его проплачена. Мы сейчас будем поднимать документы, будем пытаться удостовериться в этом. Проблема основная заключается в том, что, по моему мнению, здесь могут возникнуть вопросы финансового характера на завершение работ по данному объекту, потому что основная сумма финансирования практически выделена. Есть обязательное условие о том, что удерживается с подрядчика 10% стоимости работ и оплачивается только после завершения строительством объекта и передачи его в эксплуатацию. А, соответственно, почти 30% объема работ, которые еще предстоит выполнить, получается практически без источника финансирования. 21 мая первый вице-премьер Беслан Джопуа совершил рабочую поездку в Гулерипшский и Ачимчирский районы, где проинспектировал РУПы «Абхазпродэкспорт» и «Абхазмет». «Абхазпродэкспорт» в Гулерипском районе занимается реализацией абхазской сельхозпродукции в России. Всего здесь 12 камер хранения вместимостью до 200 тонн. Спецоборудование помогает поддерживать нужную температуру. Пик загруженности камер приходится на время реализации цитрусовых и плодовых культур. Обеспечить доступ на внешние рынки, сохранив сельхозпродукцию – главная задача предприятия «Абхазпродэкспорт». В селе Кындык первый вице-премьер посетил РУП «Абхазмет». Объект рассчитан на производство, заготовку, переработку и реализацию натурального меда. Предприятие столкнулось с серьезными проблемами при реализации продукции. Как оказалось, закупочная цена превышает цену продажи, что приводит к убыткам. По завершению инспекции первый вице-премьер Беслан Джопуа подвел ее итоги.
Эти два проекта были начаты за счет инвестиционных программ. За эти 10 лет эти предприятия, вот видите, в каком находится положении. То есть ни одно из них, пока этот проект ничего не выполнил, они имеют какую-то схожую общую историю. То есть заводы построены, организация предприятий построена, но той задачи, которую ставили вот мы, как государство, тогда и вообще правительство, этой задачи сегодня не выполняется. То есть одно это хранение, переработка продовольственных продуктов, которые выращиваются в Абхазии. В частности, плодовощехранилище мы намечали, что вот связывались с теми закладками садов. Помимо этих садов мы намечали у крестьян закупать продукцию, всю сельскохозяйственную продукцию и обрабатывать, и как бы вывозить, продавать. То есть государство на себя вот в лице вот этих предприятий, Минсельхоза, брали на себя вот такое ответственность. Но сегодня, к сожалению, этого нет. Ни одно, ни второе предприятие сегодня не работает в этом направлении. Этот завод, где мы стоим, он не занимается закупом. Есть какие-то проблемы по закупу, по лаборатории, по всему. Ну, будем выяснять, видимо, где есть прокол, надо выяснить, знать. И если нужна помощь, то мы готовы оказать, но не в той части, чтобы опять же это простаивало. Ежегодно 21 мая в Абхазии отмечают День памяти махаджиров. Жители Абхазии и соотечественники за рубежом относятся к истории насильственных переселенцев с особым чувством скорби и организовывают различные мероприятия в знак памяти и солидарности. В этом году из-за карантина запланированные мероприятия прошли в сокращенном формате, и в них приняли участие только представители руководства страны. Репортаж Амелии Бисмарк. По разным подсчетам, за пределами нашей страны проживают порядка 500 тысяч абхазов. Это и есть потомки тех самых махаджиров, которые были вывезены из Абхазии в XIX веке. Общая история объединяет в себе память о людях, которые покинули свои дома и были обречены на скитание и смерть. События тех дней были настолько драматичны, что написанные по ним книги и театральные постановки пробуждают искреннюю скорбь и могут претендовать на произведения высокого искусства. Абхазские переселенцы были вывезены в Турцию и рассыпались по карте Ближнего Востока в поисках пристанища. Многие из них погибли, так и не найдя крова над головой. Не все из тех, кто смогли укрепиться на новом месте жительства, сохранили свою самобытность. Люди, признающие свои исторические корни и составляют многочисленную абхазскую диаспору за рубежом. В память о махаджирах в Абхазии ежегодно организовываются различные массовые мероприятия. Они проходят с привлечением молодого поколения страны и выглядят захватывающе. Однако в этом году широкую программу пришлось отменить по причине карантина. В возложении венков приняли участие представители руководства страны во главе с президентом республики Асланом Бжания. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. О том, какое место в истории Абхазии занимает одна из самых трагичных ее страниц – махаджирство, как итоги российско-кавказской войны сказываются на событиях недавнего прошлого нашей страны, мы побеседуем с историком, доцентом кафедры истории, этнологии и археологии АГУ Гурамом Гумба. Здравствуйте, Гурам Джотович. Здравствуйте. На этой неделе, в четверг, 21 мая, в Абхазии отметили День памяти жертв Кавказской войны. Что бы вы, как историк, могли сказать о этой дате, насколько важно ее помнить и каково значение всех тех событий, которые были пережиты в то время? Действительно, да, 21 мая каждый год Абхазии, черкесы и вообще все кавказские народы, которые отставили свою свободу против Российской империи, тогда они отмечают этот день памяти, день скорби жертвам, скажем так, вот российско-кавказской войны. Ну, в общем, терминология очень довольно пока еще не утвердившаяся. Есть Кавказская война, русско-кавказская. Но мне кажется, может, как-то вот российско-кавказская война, может быть, как-то более она
отражает, потому что это не русский народ, там, это империя, в общем-то, завоевывала Кавказ, это как и любая другая империя. Память об этом, безусловно, мы должны помнить. Пока мы помним, мы будем жить. Если мы забудем этот память 21 мая, мы перестанем существовать как народ, потому что 90% абхазского народа в этой войне на протяжении 19 века было уничтожено, и оставшееся там было изгнано. То есть по тем данным, которые мы сегодня имеем, точных данных мы не имеем, но около 300 тысяч человек абхазов было изгнано. А где-то около 150, если не более, было убито в этой войне. То есть для нас это трагедия, которая еще долгие годы мы не сможем восполнять. То есть и помнить об этом мы, собственно, должны быть не то, чтобы какие-то претензии кому-то предъявлять. Это нужно для исторической справедливости, для нашего будущего, для нашего самоутверждения нашей государственности, нашего абхазского народа. В конце концов, что мы привержены восстановлению исторической справедливости, то есть возвращению потомков изгнанников, которые сегодня находятся на чужбине, на их историческую родину. Сегодня что мы делаем для того, чтобы вот этот геноцид, который был совершен тогда, как бы ее восполнить, то есть как осуществить репатриацию большей половины абхазского народа, который находится на чужбине. То есть здесь, видите, вот есть такие проблемы, которые возникают. Сегодня у нас есть закон о репатриации, у нас есть прекрасное постановление парламента Республики Абхазия еще 1997 года, вы прекрасно все знаете, о депортации абхазского народа. То есть там четко все ясно, там дана политическая, правовая оценка событиям, которые произошли в XIX веке, и она характеризована как геноцид, преступление против человечества. Но что интересно, это просто осталось декларацией. Это просто бумага. Очень многие даже не знают сегодня, что такое постановление было. И для его предварения в жизнь того постановления, которое было тогда принято, ничего не сделано до сегодняшнего дня. То есть мы, смотрите, вот прошло уже 27-28 лет, как мы освободились и создали свое независимое государство. И в период войны был создан комитет по репатриации, то есть одной из главных причин. То есть сегодня все понимают, что будущее Абхазии, построение государства и вообще сохранение абхазского народа как этнического целого невозможно без объединения разделенного абхазского народа, возвращения на историческую родину хотя бы определенной части абхазов, которые проживают за рубежом. Но за эти 27-28 лет по неполным данным возвратилось от 3 до 4 тысяч репатриантов. Что это говорит? Это говорит о полном провале политики репатриации. Это говорит о том, что у нас нет государственной концепции к этой репатриации. В принципе, не было ее. У нас нет даже сегодняшнего дня, прошло 28 лет, государственной программы, дорожной карты по возвращению потомков наших изгнанников. Это не говорит о том, что, я не хочу сказать, что такие программы не были подготовлены. Они подготавливались, еще в 1998 году подготавливались. Мы подготавливали, в институте мы подготавливались, даже в наш центр, международный центр, тоже мы Кавказоведе подготавливали. В репатриации обсуждали, в комитете обсуждали. Но нет политической воли, государственной воли претворения ее в жизнь. Для возвращения в Абхазию, прежде физического возвращения, нужно прежде всего духовное возвращение репатриантов в Абхазию. Понимаете, как вот это показывает мировой опыт. То есть, что это означает, что это такое? То есть мы должны сформировать национальное самосознание, что Абхазия – это центр абхазской идентичности, центр абхазского культурного мира. Приезжая сюда, он должен гордиться Абхазией, да? Абхазия не должна представлять себе несостоявшееся государство, то есть где коррумпированная власть не знает цели и задачи, которые стоят перед народом. Даже вообще не знает, какое государство она строит. А стоит вечно с вытянутой рукой, ожидая помощи соседнего государства, хотя очень близкого,
союзного, но это соседнее государство. То есть Абхазия диаспора – это не партнер. Ни экономический, ни политический, не партнеры. Абхазия диаспора – мы сыновья одной нации. Когда вот создали свое независимое государство, это создавали ее, боролись, это вместе мы делали. Как это было после распада Российской империи в 18 году. Диаспора участвовала. Даже создание, провозглашение независимой Советской Социалистической Республики Абхазия непосредственное участие принимали абхазская диаспора. Под непосредственным нажимом соратников Ататюрка, Кемала Ататюрка, абхазов, черкесов на Батумской конференции между Турцией и Россией в 1921 году, 31 марта, была провозглашена независимая, то есть, да, Советская Социалистическая Республика Абхазия. Это абхазская диаспора это сделала, понимаете? То есть и вместе мы в 1993 году освободили свою страну. И сегодня мы должны начать вместе. Вот этот подход такой должен быть. Не они, не мы. Нету они, мы. Мы одна нация в политическом смысле. Вы хотите сказать, что Абхазия должна стать таким духовным центром, который объединяет во всех странах абхазов? Конечно. Да, ну, когда мы такой вопрос поднимаем, должны мы ответить на вопрос. Сегодня абхазское государство, какова ее духовная основа? Какова ее духовная культура? Что является интегральным элементом абхазов, разбросанных по всему миру? Что их должно объединить в Абхазии? Если абхаз, понимаете, вот когда экономика, конечно, будет, они не приезжают сюда, вот большинство, зарабатывать и там что-то получить. Если это абхазы, которые живут там в Ближнем Востоке, хотят заработать, они едут в Европу, в другие страны, где на самом деле можно заработать. Вы помните, если после войны какой наплыв пошел? Абхазов. Какой наплыв пошел тогда, что? Экономические условия нормальные были, люди голодали здесь, блокада была. И социально-экономическое катастрофическое положение было. Но они двинулись. Вот в Гулиевском районе огромное количество было. Столько, я знаю, около 10 тысяч тогда переехало. И они все вынуждены были уехать. Безусловно, там проблемы очень серьезные, большие проблемы. Эти проблемы, которые тогда стали сегодня, тоже мы их не решаем. Непосредственно, специально. Вот я как раз шел сюда и вот взял вот резолюцию первой научно-практической международной конференции, посвященной проблемам репатриации. 2 года назад это было. После этого мы как-то решили в Абхазском институте гуманитарных исследований создать отдел по изучению репатриации, по репатриации. Ну, приняли решение там на ученом совете, ну, ничего, просто до сих пор это 2 года назад, по-моему, или 1,5 года назад, ничего, нету финансов, там причин много, можно найти причин. Потом их решили создать на общественных началах институт диаспоры. То начали обращаться к нашим бизнесменам, чтобы они могли профинансировать и так далее. Ну, нашли 2-3, но это недостаточно. То есть, ну, в принципе, понимаете, вот сейчас, даже тогда, когда мы вот эти резолюции, то, что мы отметили, если они тогда начали бы выполнять, мы уже очень много сделали бы. Много наших ученых, в том числе и молодых, занимаются этой проблематикой, вот, и изучением того периода истории в нашей стране. Занимаются на уровне фольклора. На уровне фольклора, к сожалению. Ну, я могу сказать, вот Руслан Гожба, это он еще с 70-х годов, начиная с 1974 года, он занимается изучением проблематики, наш известный историк, проблематики, вот, это один из таких специалистов, который практически очень много книг издал на эту тему и так далее. Ну, а тоже как энтузиаст. Мы должны создать комплексные научные группы «Абхазия диаспора» с привлечением. Там есть серьезные специалисты, у нас есть специальные. То есть они должны профинансировать. Мы должны изучить этнопсихологию, социальное состояние, уровень образования, экономическое состояние всех абхазской диаспоры хотя бы в Турции. Для этого нужны серьезные вложения, очень нужны люди, которые, хотя бы, я еще раз говорю, специалисты, которые поехали бы. В Турции есть и здесь есть. Нужна воля, чтобы создать. Даже здесь, которые проживают, не говоря уже об абхазах, которые живут в Турции, а историю 19 века не очень хорошо знают.
очень плохо знают те представители тех этнических групп, которые здесь проживают. Потому что они учили в советской школе, там говорили, что абхазы там чуть ли не с гор спустились, там это виновное население там, и так далее, что они не знают судьбу абхазского народа 19 века. Это трагедия. То есть мы, вот, например, вот, мы включили, вот у нас резолюция есть, вот я могу это все подготовить к изданию на абхазском, русском, турецком, арабском и английском языках краткие очерки истории абхазского народа 19-го, начала 20 века. Потом ввести в старших классах, школах и вузах Республики Абхазии спецкурс по истории депортации абхазов и значения репатриации. То есть, если мы это не введем в школу, если в университетах не будем обучать, завтра все забудут об этом. А если это наше будущее. То есть, каждая сторона, она имеет проблему. Я просто хочу сказать одним словом, что то, что мы сегодня делаем по отношению к репатриации, это есть продолжение геноцида 19 века. Вот вы говорите о геноциде, уже несколько раз этот термин использовали. Я сразу вспомнила об Армении, да, там была своя трагедия, и они действительно говорят всему миру, то есть побуждают каждую страну признать геноцид армянского народа в определенный период его истории. Но у нас в Абхазии, вот, может быть, ученые или там кто-то из политических деятелей пару раз этот термин употребляет. Вот что вы считаете, как нужно ли вообще ставить такой вопрос где-то на международных площадках и призвать, не знаю, мировую общественность как-то оценить вот это, вот этот период истории? Очень такой вот термин геноцид введен абхазским государством. Это официальная позиция абхазского государства, Республики Абхазия. Что был геноцид. Принято постановление парламента о геноциде. Это, если кому-то нравится, не нравится, но это официальная позиция в Республике Абхазия. Мы должны говорить об этом. То есть люди, обладающие властью, не на улице, чиновники, руководители высших органов Республики Абхазия начинают говорить, что это было добровольно, они сами ушли там и так далее. Есть такие. Я вам могу, вот в Ютубе откройте, я могу вам показать, после я покажу вам, даже где говорит высший руководитель страны на пресс-конференции в Москве, в МГИМО. Это очень такие моменты, это упущение, может, и научное сообщество, что мы постоянно не говорим об этом. Когда мы говорим, добровольно они ушли, они не из геноцида не было, это не просто слова. Они несут в себе правовую нагрузку, политическую нагрузку. Добровольный ушедший, он не репатриант. Он не обладает теми правами, которые обладает репатриант. Он просто сам ушел. Понимаете? Но они же сами не ушли. Не то, что они сами не ушли. Вы знаете, чтобы нашим зрителям более понятно было, вот сравним беженцев, так называемых, грузинских, и наших вот этих. Вот здесь при сравнении политические последствия, правовые последствия, оно четко выявляется. В 1993 году, в 1994 году тоже там было принято постановление, что грузинские беженцы, внутренне перемещенные лица, что они, значит, они там приняли там, в ОБСЕ, там этническая чистка была, там, хотя они ушли до соприкосновения с абхазской армией. И они каждый год в Организации Объединенных Наций ставят вопрос о возвращении беженцев, и не только беженцев, возвращение их имущества. Это серьезная проблема. Допустим, по международному праву частная собственность неприкосновенна. И они пройдет 300 лет, 500 лет. Это будет требовать, и международное право должны им вернуть, если это их частная собственность была. И мы фактически с этим соглашаемся. То есть фактически говорим, да, мы говорим там какие-то оговорки, там и не беженцы, там они там и так далее. Но мы должны правовую основу. Те грузины, которые оказались в Абхазии, чье имущество они забрали, чьи земли они захватили? Это абхазских изгнанников. Абхазцы были высланы. То есть, представляете, вот это имущество, дом, кому принадлежит? Тем, которые раньше там жили. У абхазов, крестьянин Абхазии, дворянин Абхазии, земля была частной собственностью.
У крестьянинов 80% абхазцев, крестьян, имели землю частной собственности. Это их собственность была. Поэтому они насильственно были лишены своего имущества. Насильственно были изгнаны. То, что они имели, там, да, богатство, то есть их насильно... То есть они пройдет еще 200-300 лет, они имеют право, это ихнее. И сегодня, когда мы говорим, что мы им помогаем, мы им не помогаем. Мы им возвращаем. То население, которое здесь живет, возвращает долг. То, что они пользовались имуществом. Если они, вот есть такое право, если они все сегодня обратятся в Международный суд, есть такие, о возвращении своего имущества, они получат это имущество. Но они не делают это, они не хотят. В принципе, нам это не нужно. Мы и так это можем, допустим, да, у нас есть территория, у нас есть земля, они могут вернуться. Некоторые еще говорят, есть такие вещи, что у многих нет документов. Один абхаз мне говорит тоже, в общем, а у них нет уже документов, что это их собственность и так далее. Это же незаконно. Но у меня такой вопрос к нему был. Я говорю, двое, дед, прадед, когда свадьбу сыграли, они зафиксировали их свое свидетельство о браке, печатью есть, что они законные муж и жена. Он говорит, нету, значит, ты незаконно не имеешь, ты незаконно рожденный. Если бумаги нет, это не значит, что это незаконно было. Если, допустим, международные организации должны каким-то образом вернуть долг людям, которые пострадали в результате российско-кавказской войны, кто должен это восполнять? И не заключается ли проблема в том, что да, действительно, в то время была другая политическая ситуация, другие отношения между нашими странами, да, а сейчас совсем другое время и совсем другие отношения, и во многом Абхазия обязана России. И вот как быть с этой проблемой? Я сказал, что это по международному праву. Мы не требуем такой. Мы хотим возвращения насильственно изгнанных. Они имеют право на возвращение. Только так. И никто не требует возместить ущерб. Никто не требует. То есть, но сам факт должен быть. Мы можем это сказать, допустим, да, вот на переговорах с Грузией тоже. Слушайте, вот вы говорите, беженцы, вот наши беженцы, это имущество, те люди, которые пришли, это были колонисты, поселенцы. Колонисты, поселенцы, которые пришли, и здесь забрали имущество насильственно изгнанных. Все. Вот. Ну когда говорится о геноциде, всегда есть кто-то виновный. Конечно, виновный есть. Это Российская империя, которая завоевала этот Кавказ. Да у нас сегодня, а мы на сегодняшнюю Россию это не переносим. Это вообще, в принципе, ни в одних документах, нигде об этом ничего не сказано. Но это не значит, что мы не должны правду говорить. Правда нам нужна. Правда нам прежде всего нужна. Мы же никому не говорим, признайте наш геноцид. Мы никому не обращались. Но мы должны миру доказать, показать, что реально было, что грузины, которые сегодня требуют возвращения, свое имущество, возвращения в Абхазию, они не беженцы, это поселенцы, колонисты, которые пришли незаконно, были заселены в Абхазию. И те, кстати, большинство из них насильственно были заселены. Их насильственно переселяли. Абхаз переселен, строй был. Заселяли, и они потом уже, пропаганда грузинская и так далее, считают, что это наша родина Абхазия. Абхазия – это Грузия. Вы можете себе представить, если бы не было бы 19 века, если бы изгнания абхазов не было бы, это же ясно, что все истоки абхазо-грузинского конфликта туда уходят. Если бы не было бы изгнания абхазов, там осталось бы никто, ни войны не было бы, грузинские политические элиты даже в мыслях не появилось бы каких-то претензий на Абхазию. Не говорю, что Абхазия – это Грузия. То есть это вообще не было бы. Они увидели опустевшую Абхазию и решили выхватить ее в России. И начали это. И до сих пор это продолжается. Но проблема в том, что мы решение этих проблем упускаем очень многое, которое нам кажется, что неправильно было из политической конъюнктуры, тактической, мы проигрываем стратегию. Я вам другое скажу. Вот мы приняли резолюцию тогда, 2 года назад, а на следующий день ко мне приходит чиновник, к нам, не ко мне, к нам, в общем, там, приходит с таким листом, молодой человек, там сразу сел, покажите вашу резолюцию, да. Вот это надо убрать. Мы вообще в шоке были. Кто тебя прислал? Мы считаем, что, представители министерства и так далее. Можете себе представить? И главное, какие пункты? Ссылку на постановление о геноциде. Не надо. Ссылку о том, что продажи недвижимости
Это надо убрать. На имущество, то есть самые принципиальные, самые важные. Ну, более того, резолюция не была опубликована нигде. Мы не смогли опубликовать, кроме как на сайте Комитета по репатриации. Даже в институте, на нашем сайте было указание снять. А все правительство там присутствовало. Мы не могли выяснить, я не мог, кто, откуда исходит это, мы не могли выяснить. Понимаете? То есть проблема серьезная. Очень много это связано с проблемой продажи недвижимости. Недвижимости Абхазии. Понимаете? Вот, люди не понимают, это недвижимость, и то же самое возвращаемся. Вот это правильная постановка, правовая постановка. Недвижимость – это имущество не только тем абхазам, которые здесь живут, проживают, тем вообще населению, но им тоже принадлежит, понимаете? Они это свое имущество не продали, не подарили. У них незаконно, насильственно отняли и отдали. И без них, без их решения продавать, это практически продолжение геноцида. Просто люди не понимают, не то, что... Не связывают эти вещи друг с другом. Не связывают, а это связаны. А это то, что происходит, то, что у нас нет никакой пропаганды, никакой агитации, никакой пропаганды, то есть доведение до людей будет, когда будет государственная концепция, когда государственная политика по репатриации. Нету ее. Проблема в этом, я же говорю, дело не в программе, ее отсутствие. Программа можно сегодня. Дорожная карта. Вот дорожная карта. Вот программа. Ну и что, 2 года. 0 внимания. То есть это боль наша. Мы ее должны решить. И мы решим. Спасибо вам большое, Гурам Джотович, за ваше интервью, за то, как вы преподнесли эту проблему. Всего доброго. До свидания. Напомню, что о том, как последствия российско-кавказской войны сказываются на событиях недавнего прошлого нашей страны, рассказал кандидат исторических наук Гурам Гумба. Теперь к событиям субботы. Ежегодно в Абхазии 23 мая отмечают День святого апостола Симона Канонита. После Пасхи это один из самых важных весенних праздников Абхазской православной церкви. Святой апостол Симон Канонит был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он проповедовал православие в Абхазии в начале нашей эры. Последним пристанищем апостола Симона Канонита считается Абхазия. Ежегодно в этот день во всех храмах Абхазии проводятся праздничные богослужения. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, сущий во гробах живот даровал. С праздником вас, возлюбленные братья и сестры в стране абхазской живущих. Сегодняшний день радостный на всю нашу страну. И весь мир православный чтит память апостола Симона Канонита, который пришел в Абхазию вместе с Андреем Первозванным, который сказал и показал, и убедил в том, что он участвовал и видел распятого, воскресшего Ения Лазаря, и христолюбивые абхазы полюбили, потому что была истина, было воскресение, и самое радостное для нашей страны, то, что Христос, истинный Бог наш, впервые свое божественное происхождение показал на свадьбе в Кане Галилейском у Симона Канонита. И вот это какая любовь проявляется по отношению к нашей стране, апостол, тот, который впервые, Христос, истинный Бог наш, показал свое божественное происхождение, он приходит здесь к нам и говорит о том, что Христос воскрес, смертей нет, и участвуйте в благочестии и чистоте. Почему абхазцы полюбили Христа? Потому что поведение, традиционное поведение нашего народа, оно очень совпадает с законом Божьим. И дай Бог, что это закон Божий, закон доброты, человеколюбия, всегда сохранялся в том виде, в котором дал нам Бог. Мир всем. И день сегодняшний пускай будет для нас и для всех, для всего рода человеческого радостным. Весь мир венчается именем Каны Галилейской. И вот этот свадебный, радостный день пускай будет для всех и для каждого радостным, чтобы люди научились радоваться, не завидовать, не коварством заниматься, а заниматься добрыми, благими делами. Мир вам всем. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.